Кыргызстан не имеет выхода к морю, поэтому строительство железной дороги – это хороший шанс укреплять взаимовыгодные экономические связи с другими странами. В этих целях уже в апреле начнется строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Для работы будет привлечено более 3000 единиц спецтехники. Параллельно идет и подготовка специалистов. Напомним, что 27 декабря 2024 года состоялся официальный запуск железнодорожного проекта Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Новый железнодорожный коридор станет южным ответвлением континентального моста Евразии и откроет доступ к рынкам Юго-Восточной и Западной Азии, а также стран Ближнего Востока, в том числе Турции и далее Евросоюза. Проходить он будет по комбинированному маршруту Кашгар, Туругарт, Макмал, Джалалабад, Андижан. На его строительство выделено более 4 миллиардов долларов. В преддверии государственного визита в КНР президент Садыр Джапаров дал эксклюзивное интервью ведущему китайскому информационному агентству Синьхуа. В своем интервью глава государства отметил важность строительства железнодорожной линии Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Реализация проекта укрепит нашу роль как транзитного узла на евразийском континенте. Мы ожидаем значительное увеличение объемов грузоперевозок. Во-вторых, данный проект обеспечит развитие регионов нашей страны. Новая инфраструктура ускорит развитие торговли, туризма, промышленности, а также улучшит транспортную доступность труднодоступных районов. В-третьих, на всех этапах строительства и эксплуатации железной дороги будут созданы многие тысячи рабочих мест, что окажет самое благоприятное влияние на социально-экономическое положение страны. Убежден, что с реализацией строительства этой железной дороги взаимодействие между народами Востока и Запада укрепится, а исторический дух сухопутного Великого Шелкового пути возродится. Строительство железной дороги позволит создать не только дополнительные рабочие места, а также будет развивать логистику страны, развивать туризм и, самое важное, станет главным инструментом предпринимателей и сократит сроки доставки грузов. Мы проигрываем в конкуренции товаров. И вот этот на сегодняшний день логистика является таким краеугольным фактором выигрыша в конкуренции. Да, сейчас сложнее доставить, продать товар, чем произвести их. Да? И вот здесь эта железная дорога, она как раз-таки позволяет какие-то возможности, так сказать, выгоды или преимущества, так бы я сказал, нашим предпринимателям выйти на зарубежный рынок. И, соответственно, когда мы импортируем, товары, наверное, все-таки будут дешевле. Общая протяженность будущей железной дороги по проекту составит 480 километров, из которых 311 километров пройдут по территории Кыргызстана. В нашей стране построят 18 станций, 81 мост и 41 тоннель. Железнодорожные пути по обе стороны Макмала будут построены в 2 различных размерах, а также там будет построена перегрузочная станция. По железной дороге можно будет перевозить как грузы, так и пассажиров. Мадина Низамова, Аймерим Назарова, Джакшылык Исаков, ЛТР, Бишкек.